Бишкекский приют для бездомных Колумто работает уже более 20 лет. Ежегодно через приют проходит около 1500 человек. Зимний период становится самым сложным для бездомных людей, поэтому многие из них обращаются за помощью в приют. По словам директора приюта Айгуль Сманалиевой, бездомных в основном привозят скорая помощь и милиция. Здесь они моются, купаются, одеваем. Если нужно восстановить документы, восстанавливаем. Если вот он инвалид или это пожилой человек, ищем родственников. Наша работа такая, по мере возможности помогаем. В данный момент, если у нас на 70 человек рассчитано, то за ночь бывает 102, 105 человек. Это, представляете, это больше 30. И все из всех, которые 25 за ночь поступает, это в основном люди пьющие. Это алкогольном опьянении, сильном алкогольном опьянении. Каждый человек, пришедший в приют, проходит медицинское обследование, которое включает в себя снимок рентгена легких на наличие туберкулеза, анализ крови на признак инфекционных заболеваний и острой респираторной вирусной инфекции. Врач приюта для бездомных Алла Ильинична, она же проктолог, окулист и гинеколог, то есть специалист самого широкого профиля. Это она определяет, какие медицинские услуги необходимы прибывшим, если у него какая-либо выраженная болезнь. Чаще всего бомжи нуждаются в госпитализации. Тогда врач пишет направление. В основном у нас делается это рентген, у нас кровь на РВ обязательно, а остальные те обследования, которые нужны, они нам помогают это сделать 3-я ЦСМ. Мы делаем и общий анализ крови, надо общий. Мы сейчас готовим женщину, у нее выпадение матки. Мы ее готовим, берем сами кровь, сами возим, это все. Стараемся, но это все платно, ребята. Директор, спасибо, дала деньги. Мы заплатили за гепатит С, за все, за СПИД, за все. Надо же деньги платить, а у них денег нет, поэтому нам спасибо дала директор. Во время нашего визита сотрудник правоохранительных органов привез молодую девушку, которая в нетрезвом состоянии лежала на проезжей части. Сегодня мы привезли одну женщину, которая в сильном алкогольном опьянении лежала на улице в такой мороз. На пересечении улиц Динара Асанова и Джибек-Джолу. Проходящие мимо люди заметили ее и позвонили в службу милиции. Мы приняли вызов и немедленно выехали на место. Стоит отметить, что эту женщину мы привозили буквально вчера в этот приют. Многие из них приходят сюда исключительно для ночлега, а утром встают и уходят обратно. 90% оставшихся без жилья страдают алкоголизмом. Чаще всего именно из-за этого люди становятся бомжами. Летом бомжей в Колумто не так много, 25-30 человек. Зимой их количество доходит до 100-110. Зимой количество нуждающихся в помощи становится, естественно, больше. Помимо нашего приюта существует и в Октябрьском, Свердловском районах, но почему-то многие привозят сюда из-за того, что здесь удобное расположение. К нам поступают разные люди. Мы их откармливаем, моем, но на следующий день после того, как приходят в себя, то сразу же убегают, и на следующий день их привозят милиционеры, либо скорая помощь. Бывают и такие случаи, когда приходят по 3-4 раза в день. В последнее время часто начали привозить совсем молодых людей, возраст которых составляет примерно 20-25 лет. По сравнению с предыдущими годами молодых много. Отметим, по сумме, выделяемой на питание, Колумто бьет все рекорды. В плохом смысле. Выделяется 35 сомов на человека в сутки. Горячее питание, как оказалось, изначально бомжам было не положено. Только чай, хлеб и сахар. Лишь бы не умерли с голоду. А тут кормят, хоть и 1 раз в день, зато есть первое с кусочками мяса и второе. А если повезет, то и на ужин вместо традиционного чая с хлебом можно получить остатки от обеда. Азамат Кенжешев, Гульчурок Азымкулов, Нью ТВ.